Здравствуйте, дорогие подписчики Кактус Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор Кактус Медиа. Сегодня мы с вами говорим о туризме. И наши собеседники Сергей Глуховеров, президент КАТО, Кыргызская ассоциация туроператоров и основатель компании Travel Expert. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И Елена Анатольевна Калашникова, руководитель компании Аксай Travel и директор фонда поддержки туризма. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый день. Спасибо, что пришли. И первый вопрос, вообще, как сейчас в постпандемийную эпоху развивается туризм? Есть ли какие-то цифры? Больше, меньше, хуже, лучше? Ну, в целом, у нас, я думаю, можно туризм поделить на две части. Это туризм Иссык-Куль, пляжный отдых, и туризм культурный, когда приезжают в дальнее зарубежье, по горам, по ущельям, путешествовать по стране. В плане Иссык-Куля здесь, в принципе, ожидаемо. Иссык-Куль у нас не резиновый, желающих много, что кыргызстанцев, что казахстанцев, что россиян. Поэтому, в принципе, как и ожидалось, отели полные, мест свободных там нет. Но, опять же, это в пик сезона, а вне сезон там все пустота. В плане культурного туризма, чем занимается КАТО в основном, это, к сожалению, на пока очень маленькие объемы. По сравнению с 2019 годом процентов на 30 только есть количество туристов, но потихонечку начинают прибывать. Кто-то боится за свои денежные средства, потому что 2 года были без работы, как и все в мире из-за ковида. Кто-то боится, что в будущем будет кризис в Европе и не хватит денег потом на жизнь, а туризм все-таки это не первая необходимость. Поэтому многие туристы пока придерживают свои средства, не тратят на путешествия, но очень хотят приехать в Кыргызстан. По вашим данным? Ну, данные наши совпадают, Сергей прав. Если мы возьмем объем туристов 2019 года, 2019 год был за 100%, и я могу сказать, что 2019 год был достаточно удачен для Кыргызстана, то есть это было не внезапная, это была последовательная работа. Если мы возьмем за 100%, то 2020 год это 0, 2021 год это 15%, в этом году это по прогнозам я ожидаю где-то 40, и прогнозировала. В 2023 мы выйдем на цифру 70-75, и я думаю, что к уровню 2019 года мы вернемся в 2024 году. Но посмотрим, цыплят по осени считают, может быть, мы даже в этом году 45% от 2019 таких объемов доставят. Пока это все прогнозируемо. Иссык-Куль это 100%. Ну, Иссык-Куль, да, на пик сезона, когда жарко, сейчас невозможно найти места в отелях. Многие жалуются на высокие цены, потому что отели пока не торгуются, они знают, что все равно они будут полные, в Бишкеке жара, в других странах тоже жарко, Иссык-Куль многие любят, несмотря на уровень сервиса и уровень отелей, поэтому там на пик сезона все хорошо. Проблемы появляются осенью и зимою, когда туристы перестают хотеть купаться, а у нас пока еще Кыргызстан не известен мировому туристу как круглогодичный туризм. Нам очень удобно было бы, допустим, в Узбекистане сезон идет апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Там огромное количество туристов. И если мы от Кыргызстана начнем соединять узбекские и кыргызские туры, проекты делать, тогда мы можем загрузить отель на Иссык-Куле еще и весною, и осенью, и наших туроператоров, гидов, водителей, удлинить турсезон. Пока, к сожалению, Кыргызстан известен больше как лето. Зеленая трава, юрты, покупаться. Сейчас идет большая работа и от КАТО, и от фонда по пропаганде именно круглогодичного туризма, что и осенью красиво, и зимой красиво, и весной красиво. Нет спроса или нет предложения? Нету известности Кыргызстана как страны туризма круглого года. Если вы берете в интернете Kyrgyzstan Tours, 90% фотографий это будет лето. Мы привозили партнеров, которые обслуживают по 20-22 страны мира зимою, и они были в шоке, они там прям на матах нас крыли. Почему вы не сказали, что зимой так красиво в Кыргызстане, что у вас такие обалденные ущелья, что также можно смотреть фольклорные шоу, конные игры, конные прогулки, охоту с орлами, водочные шоу, много еды, есть пиво, вино, то есть на любой вкус, на любой бюджет. То же самое, что летом, только за минусом нескольких ущелий, которые перекрыты снегом, можно делать и зимой. И они были искренне в шоке, мы показали им, они уже стали ставить продажи и на зиму. Мы уже откатали несколько туров, теперь мы стали менять наше мышление, потому что даже у нас, у кыргызстанцев, отдых – это ассоциация с летом. Вот, у нас есть такая подборка, называется «Гид Иссык-Куль летом», и мы пытались сделать, где можно отдохнуть на Иссык-Куле вне сезона, то есть зимой. Так вот, работает просто ограниченное число пансионатов, которые можно посчитать, ладно, по пальцам 2 рук. То есть при этом те пансионаты, которые первоначально входили в этот наш гид, сейчас отказались от этой идеи, потому что у них нет клиентов.
Я могу сказать, что, как знаете, каждый бизнесмен мечтает о том, чтобы его фирма за него работала, а он отдыхал где-нибудь на Гавайях. Но вот сколько знаний у кого не получалось. Чем на дольше уедешь, тем потом дольше разгребать. Точно так же каждый туроператор, каждый деятель туристического бизнеса мечтает, чтобы сезон был круглогодичный. И к этому стремится. От сезонности мы никуда не уйдем, но нам необходимо максимально растягивать этот сезон. Почему Иссык-Куль полный? Потому что потребитель, то есть потребитель это, что очень радует. У нас стали местные жители больше путешествовать, они стали ценить нашу страну уже внутри, идет больше какая-то известность, стали делать туры не только на Иссык-Куль, но и по всему Кыргызстану. И я, опять же, цифры точные, может, скажем попозже, но сейчас в пик сезона как минимум 50% это местные жители, то, что дает. Естественно, что пансионаты не работают зимой, потому что это невыгодно, то есть это рынок, невыгодно содержать персонал, невыгодно представлять работу. То есть и наша задача сейчас совместно КАТа, совместно фонда, это действительно основная задача сейчас, это поднять узнаваемость Кыргызстана. То есть поднять узнаваемость Кыргызстана как страны туризма, раскрыть все грани туризма, не только, то есть Иссык-Куль это пляжный отдых, наши потребители это Россия, Казахстан, Узбекистан. То есть наши горы, наши культурные туры это дальнее зарубежье. И нужно все грани открыть Кыргызстан, то есть в России показать зимний туризм, то есть для иностранных граждан нужно показать зимний туризм. И я считаю, что у нас есть очень большой потенциал именно для круглогодичного туризма. Это санаторно-курортное лечение. То есть санаторно-курортное лечение – это круглый год. И сейчас это, вы знаете, туризм – это вообще как мода. Сегодня модно одно, завтра модно другое. То есть и сейчас в мире очень моден здоровый образ жизни. То есть это трендово. То есть человек, он лежит на диване, пьет пиво, потом приехал в Кыргызстан, неделю походил по горам, то есть он герой, он закрыл гештальт, а потом нужно после недельного перехода в горы реабилитация, как минимум 2 недели в каком-нибудь санатории или в каком-то пансионате. И я вижу очень большое будущее по развитию именно нашего санаторного курортного комплекса страны, причем не только Иссык-Кульская зона, а и по всему Киргизстану. Это сейчас мы в фонде проводим большой проект по реабилитации именно имеющихся уже полуразрушенных наших пансионатов. Сами строения, конечно, все разрушены, но природные ресурсы никто никуда не сможет разрушить, то есть наши термальные источники, которые по всему Кыргызстану, наш воздух, где-то грязевые источники, где-то солевые источники. И я считаю, что это очень хорошее перспективное направление в нашей стране. Это не единственное, конечно, направление, но это... А за чей счет? Инвесторам? За счет это инвестиция, то есть это именно инвестиции, понимаете, будем вначале, в первую очередь, конечно, право первой ночи это нашим внутренним инвесторам. Как вообще идет работа? Как мы привлекаем инвесторов? Приедьте к нам, что-нибудь, дайте нам денег. На что? Что-нибудь постройте. А что построить? Что-нибудь. Абсолютно неправильный подход. Сейчас меняем парадигму. Мы составляем полностью план. Если возьмем санаторно-курортный комплекс. Сейчас мы изучаем, у нас проходит, скажем так, инвентаризация всех имеющихся санаторных объектов. Это включая не только разрушенные имеющиеся действующие пансионаты, но и у нас очень много источников, которые не облагорожены, то есть это просто источник, то есть, например, ущелье Сару, да, то есть там уникальный источник по своему составу, но там нету никаких условий. То есть мы сейчас проводим инвентаризацию данных источников, мы пригласили известную в курортологии мировую фирму, нам нужно, конечно, мы знаем все сами, все составы и что они лечат, но нам нужен международный
международная оценка. То есть, когда мы, я думаю, что к По осени... стандартам нужна такая Да, именно И стандартная. когда нам ждать Значит, результата, чтобы смотри, можно было поехать? я думаю, что к 2024 году первые уже пансионаты, первая часть проекта заработает. Мы сейчас создаем именно Прекрасно. цепь. Запомним эту дату, 24 год, 22-й, вроде недолго. Сергей, мало привлечь туриста на наши красоты, нужно создать им пусть не условия, понятно же, что они ездят на природу, большая боль — это туалеты. Вам об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Напомню, Сергей — человек, у которого украли туалеты. Да, и такое было в Кыргызстане, причем украли 2 раза в одном месте, мы привезли еще раз украли, но это ладно, это разовое, думаю, исключение. В целом, кто работает в туризме, они, наоборот, ухаживают за своими территориями, за уборкой, за чистотой. Вот с этим проще. По поводу туалетов, наконец-таки наши мольбы услышаны, и вот благодаря фонду запускается проект, когда будет строиться более 60 туалетов по всей стране. Причем туалеты будут не просто из контейнеров переделанные, ключи, там будет запах, грязь, и все это закроется через месяц, а именно ставится проект со специалистами по архитектуре, по очистным сооружениям, чтобы это был хороший проект на года, чтобы его открыли, он функционировал, окупался, потом это, по примеру, могли другие инвесторы присоединяться и достраивать еще по всей стране. И, наконец, когда не будет стыдно, потому что на сегодня по дороге Бишкек-Иссык-Куль, даже то же самое, да, заезженный маршрут, туристам просто просим терпеть. Выйти в общественный туалет в Бомском ущелье, это даже местные жители не отважатся. Ходить в кусты, как раньше это было, тоже уже не вариант, потому что уже хозяева полей выбегают с палками, с метлами, орут, почему уходит там, массово в туалет мое поле, с руками работаю, а вы выходите 20 человек в автобус и ходите прямо в кусты ко мне. То есть тоже скандалы поднимаются. Потом проблема существенная, и мы рады, что будет решаться. Вот мой ребенок, он уже не может ходить в кусты. Да. Проблемы есть. Личные туристы уже не пойдут. Конечно. Слава богу, наверное, впервые за 30 лет правительство реально обратило внимание на туризм, помимо просто слов. То есть выделились деньги, и это первая головная боль, она не только у вас, она у всех. У всех. То есть, и это первое, с чего мы начали, это строительство рестпоинтов. И еще, Сергей, я бы очень хотела, чтобы ты рассказал про свою замечательную идею по туалеты вот у местных жителей. Мы обязательно ее поддержим. Но я прям восхищена этой идеей. Я думаю, что мы совместно поработаем над этим проектом. Я хотела бы, чтобы ты рассказал, потому что мне нравится очень эта идея. Да, идея возникла до существования фонда, когда у нас не было света в конце туннеля, и мы не знали, что фонд будет создаваться, что будут деньги выделяться. И мы, по примеру туалета на Сонкуле, есть южный городок, который решил немножко выделиться из толпы и перебором построил туалеты VIP-класса. То есть на Сонкуле, где нету ни света, ни воды, ничего, построены туалеты, где играет музыка, сенсорные экранники, солнечные батареи, подсветка унитаза, как на троне сидишь. То есть хозяева сделали настолько перебором туалет, чтобы такой был щелчок немножко в наше сознание, что уже хватит отмазываться, что мы Кыргызстан, страна третьего мира, у нас еще ничего нету, не надо докапываться с туалетами. Построили его в нигде, поставили солнечные батареи, поставили воду, септики, то есть все полностью эко, и при этом 5 звезд отель. И после этого, по примеру, мы смотрим, что по Кыргызстану в разных точках стали южные городки тоже ставить умывальники, унитазы. Да, это просто из дерева, но стоит уже унитаз. Да, стоит рядом бочка и ковшик, но уже можно сливать. Да. То есть уже пошла какая-то смена сознания, что Кыргызстан это не третий мир, что у нас тоже есть мозги, у нас тоже есть руки, ноги, тоже это можно все делать. И по примеру этого туалета мы решили пустить такое движение, построить туалеты в регионе в таком стиле. Мы нашли контору, сейчас 2 компании нам считают цену по СИП-панелям сооружения маленьких туалетов, причем должен быть мужской туалет, женский, комната матери. Цена будет невысокая. Потом мы озвучиваем цену, и любой инвестор, спонсор или там глава села может сделать в подарок этот туалет какой-то малообеспеченной семье или какой-то семье, которая нуждается в помощи. То есть, допустим, стоит туалет там $10 000.
скидывается 10 человек, как у нас любят в селах, раз в году, помните, делают футбольное поле или какую-то школу ремонтируют. То есть такие маленькие кинеши молодежи, выпускников или людей, кто вышел из села, но хочет своему селу помогать. Им говорится $10 000. 10 человек кинулись по $1000, подарили туалет, его ставят во дворе частного дома. Тогда мы исключаем проблему общественных земель, потому что, я думаю, фонд столкнулся уже, что все земли кому-то принадлежат, просто так поставить невозможно. Негде ставить, да? Негде ставить землю, документы, охрану нужно ночью, это дорого все стоит, сменное обслуживание. А если стоит туалет внутри частного дома, то семья, она сама и охраняет, и убирает, и зарабатывает деньги. При этом они еще ставят рядом магазинчик под сувениры, кола, сигареты, спички. Во дворе могут поставить стол, чай, кофе, что-то перекусить. И получается, туалет будет очень навороченный, что он прям будет вырви глаз, чтобы туристы заходили, и там люстры стояли, музыка играла, зеркала в пол стояли. Что туристы фоткали, говорят, смотрите, я в Кыргызстане нахожусь, вот оно село, горы, озера, и вот здесь такое чудо техники То стоит. есть туалет стоит в частном доме, но любой турист заходит. Да, будет вывеска. Эта услуга будет платная, то есть как в туалет ходишь, платит, и эти деньги будет получать вот эта семья, во дворе которого она будет зарабатывать на этом, она будет брать оплату за туалет, потому что легче заплатить, ну, за чистый, вы знаете, согласны заплатить там 10, 20, 50 сомов за чистый туалет, чем идти, нет. Чем терпеть. Да. И поэтому семья будет на этом зарабатывать, но она будет и ухаживать, то есть это будет содержать полностью этот туалет. С ними будет договор, чтобы они великолепная. убирали, чтобы была бумага, а не наждачка, а хорошая бумага, мягкая, были бумажные салфетки для рук, полотенчики. То есть если они содержат все в чистоте, это остается у них. Если они забывают, бросают, не уследят, то просто это изымается. В чем самая главная прелесть? Это построить туалет, это не очень выгодный бизнес. А когда тебе дарят туалет за $10 000, и ты берешь чистыми деньгами просто за вход с каждого гостя, будет большой баннер на входе, и мы откаты дадим координаты всем туркомпаниям, всем водителям, всем гидам в интернете, в гостевых домах, что по дороге с Каракола, Бакамбаева в этой точке будет вывеска, Все понятно. и ты заходишь. Есть уже, начинает Нет, реализовываться, это да? начало Уже есть просчет, мы уже делали визуализацию проекта, у нас есть страничка VIP Toilet называется, в Фейсбуке, в Инстаграм, там мы рассказываем прям полностью, там будут даже детские унитазики, детские раковины, то есть мы хотим сделать, знаете, чтобы это стало не просто туалет в Кыргызстане стал чистым, нет, мы хотим сделать так, чтобы это был лучшие туалеты по всей Центральной Азии, и это стало фишкой страны. То есть туристы будут говорить, я был в Кыргызстане, и там вот такие маленькие села, горы, озера, а вот там где-то в селе вот такой туалет, один с черным цветом под мрамор сделан, другой с люстрами, другой с стеклянным стеклом, с панорама на Иссык-Куль ты сидишь в туалете, зеркальными окнами. То есть сделать прям перебором, чтобы туристы уже и рассказывали сами о Кыргызстане, как здесь круто. И красиво, и чисто, и еще и вкусно. Да, Будем ждать. Да, то есть мы друг друга дополняем, то есть мы строим туалеты, не туалеты, мы их называем рестпоинты. Рестпоинты – это точка отдыха, они у нас даже в форме караван-сарая Ташрабата, точка отдыха путешествующего на Великом Шелковом пути, то есть они напоминают Ташрабат, там будет не просто туалет, там будет также душевая, намазхана и, знаете, на примере газпромовских заправок, то есть небольшой кофе, какие-то бутерброды и сувениры, и именно продукция той местности, которая производит. То есть это будет на трассах, где нету населенных пунктов, а то, что населенных пунктов, то вот согласно инициативе КАТа, и мы ее поддержим, то есть будем так решать вопросы. Вообще вот фонд поддержки туризма, он запланировал более 30 пунктов. Проектов. Проектов на 22 год, 24, кажется. Как они вот реализуются уже середина года? Ну, конечно, проекты эти все реализуются. То есть мне все говорят, а не слишком ли ты много взяла? Я говорю, понимаете, их нельзя делать отдельно. То есть, например, произвести один проект, закончить, потом начать другой, потому что эти все проекты поддерживают друг друга. Они совершенно все в разных сферах. То есть, как мы выяснили, если систематизировать проблемы в туризме, у нас 4 блока, да, проблем. Первый – это информационный, мы уже сказали, это о Кыргызстане не знает никто за рубежом, мало известен, скажем, и не знают о Кыргызстане внутри страны, то есть жители Бишкека не знают, что есть в Аше. Да, то есть Иссык-Куль – это и все. родной город, и Иссык-Куль. И все. И Бишкек как столица.
Да, то есть у нас нету знаний о Кыргызстане внутри. То есть это один большой блок, и к нему, естественно, привязано, по-моему, ну, грубо говоря, 12 там проектов. То есть это создание видеороликов и продвижение за рубежом, это участие в выставке, это презентация Кыргызстана за рубежом с использованием наших загранучреждений. То есть это разработка методических и информационного материала для загранучреждений, потому что у нас посольство, нечего рассказать о Кыргызстане. Ну, люди приходят в посольство за рубежом, нету даже ни буклета, ни и дипломаты Раздаток, да, да. и дипломаты вынуждены на пальцах рассказывать, как у нас красиво. Это здесь у нас в Кыргызстане тоже прилетел турист, представляете, ну, прилетел он в аэропорт, и что? И куда? У нас, я все время говорю, у нас встречает куча водителей, которые являются в одном лице гидом, водителем, туроператором, папой, мамой, кто куда увез и так далее. У нас в аэропорту нет информационных центров, у нас нет инфонавигации по стране. То есть есть один указатель, наверное, на башню Бурана, да, и, ну, скажем, 3 навигатора по всей стране. Это, то есть, это проблема информационная, то есть, и куча, ну, достаточно много проектов. Вот сейчас, кстати, перед вами встречалась с вашей коллегой, как раз, наверное, будем сотрудничать по информативной этой сфере. Вторая проблема. Это, конечно, инфраструктурно, это те же туалеты, это те же дороги к культурно-историческим местам, к туристическим объектам, ну и я могу их перечислять много. То есть в этой сфере работаем. Третий, скажем, такой столб, да, третий блок – это системно-аналитическая. Понимаете, мы, например, не знаем, что у нас есть еще в Кыргызстане. У нас, мы знаем, есть Бурана, есть Ашхабад, и все. У нас очень много исторических памятников, у нас много, но кто-нибудь что-нибудь найдет, нашли там курганы, давайте, ура, ура, давайте мы их возвеличим, для чего. То есть сейчас ведется очень кропотливая работа, туристическая общественность очень помогает, я благодарна особенно дестинации Каракол. Мы собираем информацию из каждого аила Кмату, где есть какой камень, какое озеро, какое-то дерево необыкновенное, где есть какие курганы, где есть какие-то, мы полностью собираем это по стране, затем мы это все систематизируем, уже вместе посмотрим, что мы развиваем в первую очередь, где что нужно реконструировать, где-то достаточно будет просто оградку поставить, а где-то нужно просто информационный стенд, а где-то нужно создавать инфраструктуру, там киоски, магазинчики вокруг этого. То есть это мы уже все систематизируем, и опять же это необходимо для привлечения нам туристов. Я говорю, каждый проект поддерживает другой. То есть если поэт Либо, да, он интересен для восточных людей, то мощи апостола Матфея, которые говорят, они для Запада. То есть это даст нам инструмент в привлечении, что, где, как позиционировать. Но у нас нету аналитики, у нас так все достаточно хаотично. Сейчас мы пробуем создать систему. Здесь ведется большая работа. И третий блок – это, конечно, скажем так, административно-правовой большой блок. Наша цель, совместная, это создать комфортные условия для тех, кто работает в туризме, для тех, кто работает, и соответственно, для самих туристов. То есть тоже вопросы эти решаются. Здесь тоже достаточно больше. То есть, например, сейчас у нас... я скажу самые наболевшие, да, вопросы. То есть, вот, например, граждане Узбекистана у нас приезжают, в течение 5 дней они должны зарегистрироваться на территории пребывания. Знаете, как происходит регистрация? То есть это жесть, это жесть. Вот у меня приезжают иранцы, приезжает у меня 20 альпинистов-иранцев, они уезжают в горы. 20 человек. Чтобы зарегистрировать иранцев на территории Кыргызстана, владелец квартиры, не фирма, это не имеет права. То есть я беру на свою квартиру, и с каждым я должна прийти в ЦОН, выстоять в очереди по 3 часа, каждого зарегистрировать на свою квартиру. То есть и только это дает мне право регистрации. То есть это жесть на самом деле. То есть сейчас мы приводим это в порядок, то есть работаем с правительством, с государством, пытаемся объяснить, то есть находим какие-то... И много вот таких вот правовых вопросов,
То есть получение погранпропусков тоже Да, пропуска вот тоже хороший момент, то, что фонд уже сейчас активно работает. На сегодня, чтобы подать пропуск на Инельчек, на Кельцо озеро, да, знаменитое, мы отправляем менеджера в один госорган, потом он идет в банк, стоит очередь, оплачивает денежку. Он не может это сделать ни картой, ни через банковский перевод, нужно стоять 2-3 часа очередь. Потом он идет, забирает, несет следующий орган, отдает. Потом едет домой в офис, потом возвращается обратно в тот орган, забирает все. Когда, по сути, как электронная виза у нас, она же сложнее идет, более сложная, чем программ-пропуск. Турист может по электронной почте просто забивает паспорт, оплатить, получить код. Все. Не выходя из дома, из комнаты. А мы турфирмы отправляем сотрудника на весь день ездить в одно, в банк, туда-сюда, и это все. Это потеря времени сотрудника. Ну, например, вот приехал к нам турист, да, и он, я хочу посетить озеро Кюльсу, погранзона. Ну, подожди, может быть, недельку, Да. если повезет, а так 3 недели будет готов у тебя погранпропуск. То есть, и тогда, может быть, у тебя будет счастье, то есть спонтанно... Приехал в Кыргызстан, и вот узнал, и поехать он не сможет. Нет, Да. нет. То есть вот такие, понимаете, это механизмы, они, наше государство, ну, то есть заняты другим, они не знали этих ну, как бы это казалось мелочь, ну, что такое. Я все время, когда мы начали, подняли этот вопрос. А почему? Ну, пусть заранее отправляют свои, ну, получают погранпропуска. Ну, хорошо, у нас получает кто-то заранее. И куча там, кто-то приехал, подал один паспорт, группа приехала 20 человек. Но у одного, он паспорт поменял прямо перед поездкой. Все, извини, ты подождешь. И, да. Многие туристы, для них туризм это как сходить в кафе. Для нас это роскошь считается, для кыргызстанцев. А в Европе туризм это как ресторан, как кафе. Я могу сидеть с друзьями и говорить: давайте в следующие выходные слетаем на 5 дней в Кыргызстан. Там безвизовый режим, столько рекламы, нас ждут там. Он прилетает, а ему по рукам: туда не ходи, сюда не ходи. То есть пропуск возьми, там 10 дней подожди. И смысл от всех этих вливаний денег в рекламу, когда мы сами не можем им организовать здесь на месте даже пропуска. Ну, то есть, ну, или, например, знаменитые переходы границы между Казахстаном и Кыргызстаном. То есть наш турист возраст это 60 плюс-минус 5. 5 лет назад я говорила 50 плюс-минус 5, сейчас уже 60 минус 5. Вот представляете, граница Акжол. Они приезжают на автобусе. Бабушки, одуванчики иностранные должны взять свои чемоданы и шпарить с этими чемоданами километр-другой, проходить все эти погранпропуски, поднимать эти чемоданы, потом ждать автобус часами на жаре. Это хорошо еще здесь сделали, ну, как-то более-менее переходную зону ее облагородили. А Дустлик, там же вообще жесть. Там вот эти бабушки, вот эти тачечники, вот эти вот мешки, все в одно окошечко, и вот так вот заходят наши туристы. То есть это та проблема, которую нужно просто решить. То есть это большая работа, ее нельзя решить вот так, потому что наше государство настроено очень положительно, оно, ну, старается быстро изменить, но это уже межгосударственное. То есть мы добиваемся того, чтобы пропускали автобусы без очереди именно туристические, но надо решить это еще с казахской стороны, что толку он доедет в Кыргызстане, а потом опять будет выходить и опять то же самое. То есть эти проблемы решаем, занимается фонд. Ну, я могу их много перечислять. Они мелкие, но много. То есть и сейчас у нас, вот этот первый год мы работаем как пожарная машина, потому что вот этих мелочей, их очень много, то есть в информационном плане, в инфраструктурном, во всем. И сейчас мы вот заняты этим. Поэтому таких много и проектов, потому что их мелкого, но много. Прочту один комментарий, который оставил человек. Он большой, я так его буду сокращать. В пятницу выехали в сторону Иссыкуля, дорога была перегружена, ехали крайне медленно, потому что были ДТП. После выезда из Балыкчи вообще не ожидали грязной грунтовой дороги на целых 5 километров, пыль столбом. Нельзя то, что делают, нельзя назвать работами. Потоку транспорта бешеный. В Чолпанату приехали вечером. В Чолпанате движение кошмар. Центральная дорога вся плотно забита. ПДД никто не соблюдает, никто его не регулирует, движение. Город забит приезжими, мест свободных нет. Цены задраны на все.
город сам грязный. Все в мусоре, урны не убирается, пыль, город не поливается. Вечером воскресенья был какой-то транспортный коллапс. И самое главное, нам показалось, что до нас, туристов, вообще никому нет дела. В следующий раз подумаем, ехать ли. Ну, смотрите, Иссык-Куль, он и правда перегруженный, мы все это знаем, особенно в выходные. По поводу дороги мы узнавали, нам объяснили, официальная версия, что температура наружного воздуха должна быть очень высокой, чтобы асфальт хорошо схватился. Если делать это весной или осенью до турсезона, то просто асфальт быстро испортится. Сколько это правда, мы не можем судить, мы туроператоры, а не строители, но это официальная версия, что только летом такие работы можно проводить. То, что машин много, это как раз таки вот хорошая идея фонда собрать базу данных всего Кыргызстана, чтобы этот поток туристов его немножко распространить по стране. У нас на сегодня все знают, что Поната, Бастырии все едут толпами. А то, что можно поехать дальше или ближе, и поехать, допустим, или Южный берег, или поехать на пару дней на Сонгкуль, на Рынг, Кельсу, Ташрабат, еще увидеть саму страну. То есть, допустим, приезжает 1000 туристов, на Иссык-Куль даже, и все не прутся в Семеновско-Беловойское ущелье. И тут, говорят, мы здесь больше видим европейцев, чем самих местных жителей, потому что все заполнено туристами. Но они не знают, что можно поехать в одно ущелье, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Если мы на 10-15 ущелий все это распространим, там на озеро пошли, там на поход, там на петроглифы, там еще куда-то в горы сходили, то эти 1000 туристов, они и себя не будут друг друга видеть, будут чувствовать дикую природу. Нашу природу не ушатают от своего большого количества. И все эти пробки, они будут просто разъезжаться в разные стороны по стране. Но из-за того, что у всех стереотипное мышление, все едут Чолпон-Ата, Бастырии, вся эта толпа просто движется туда, это нам не хватает, потому что они не знают, что есть другие варианты, другие места. Я понимаю, что дорога не зависит от ассоциации туроператоров, но смотрите, да, сейчас уже на Иссык-Куле есть очень хорошие места для отдыха, очень красивые, очень приличные, но вот сама инфраструктура внешняя, да, та же Чолпон-Ата, она действительно развивается крайне медленно. Пляжи не вот этих пансионатов, а пляжи городские находятся в таком состоянии, что вот если, да, человек ехал просто вот вдоль Иссык-Куля, так вот, решил заехать отдохнуть на пляж, то он увидит такое, что лучше очень грязно, согласитесь. Да. И это в многих местах Кыргызстана, поэтому, видите, по отелям, вчера был тоже на эфире, спросили, вот почему так все дорого? Нам, конечно, всем хочется дешево, и все сравнивают там с Турцией. Поверьте, если в Турции будет стоить ночь с питанием, с проживанием $10, все равно иссык-кульские отели цены не опустят. Не потому, что они сравнивают себя с Турцией, с Египтом, а потому что за 2 месяца лета, а по сути даже 1,5 месяца, им нужно успеть заработать деньги на 10 месяцев в году. Охрана, уборка, территория, кредиты за территорию, за здание, за ресторан, за все. Хоть ты маленький, но хоть большой, это огромные деньги. Поэтому просто то, что мы, жители, хотим отдыхать за $20 в 5-звездочном отеле или 4-звездочном отеле с питанием, со спиртным, это наши хотелки. Ни один хозяин, он просто закроет отель, продаст, скажет, я не буду работать, мне $50 за 1,5 месяца не хватит окупить даже зарплаты текущие. Не то, что весь год окупать и еще кредит отдавать. Поэтому в Кыргызстане, к сожалению, для нас, жителей, я думаю, цены будут долго такие держаться, но мы, соответственно, понимаем хозяев. Вот вчера нас тоже спросили, ведущий говорит, а вот почему этот дом не построить дорогу к своему отелю, хороший асфальт, и не поставить везде брусчатку? А вы посчитайте цену дороги, брусчатки, разделите на количество номеров в этом отеле. Да, будет цена не $80, а $150. И вы скажете опять, а что так дорого? Потому что он не с неба взял эту дорогу и брусчатку, должен ее купить. Поэтому пока, к сожалению, из-за того, что короткий сезон, и мы, туроператоры, стараемся его растянуть, заманивая туристов с Узбекистана, кто в ВШП делает Великий Шелковый путь. Если у отеля на Иссык-Куле будет с 1 апреля и 9 месяцев в году туристы, он заработает больше денег, тогда, во-первых, они начнут цены сбавлять, потому что будет конкуренция, кому мы отправим своих туристов, в тот или в тот отель. Они начнут больше тратить деньги на ремонт. У них официанты будут работать не 2 месяца в году, мы все жалуемся, плохой сервис. Я разговариваю с отелями большими, они говорят, ребят, мы берем студента за 1,5 месяца работы, полмесяца мы его обучаем, заканчивается работа, он уезжает в город, меняет профессию, в следующем году мы берем нового студента, нового. Никто не будет держаться за свою работу. Я не буду 9 месяцев где работать, потому что 1,5 месяца в году я иду в этот пансионат работать официантом или там уборку делать, или садовником. Вот текущая скадость бешеная. Как только мы сделаем сезон 9 месяцев в году, а зимой еще подключим лыжников и просто любят снег, Малайзия, Дубай, Израиль, ни снег не видели.
Им хочется приехать просто снег потрогать. У нас были туристы, брали рожок от мороженого, на Сонкуле поднимали так снег, подливали его сиропом и ели. Потому что говорят, вот он чистый снег природы, им просто снег хотелось потрогать. Они как дети падали в снег, строили снеговиков, там по 60 лет люди. Они в жизни это никогда не делали, только на картинках видели. И когда у нас сезон будет длинный, тогда у нас и официанты будут работать по 9-10 месяцев, и гиды будут работать по 9-10 месяцев, и водители. Водители появятся деньги покупать машины новее, гиды будут заниматься самообразованием, потому что у них будет держать свою профессию, чтобы именно его на работу брали. А на сегодня, когда 3 месяца работа, то, естественно, многие поработают и потом уходят в офисы, в банки, какие-то другие структуры, и большая нехватка кадров. Потому что я их понимаю, и не хочется за 3 месяца лета, 9 месяцев потом где-то подрабатывать. У них есть стабильность и хорошая жизнь. И вот наша цель и фонда, и КАТа, и всего Кыргызстана, чтобы не такой, конечно, плотный круглый год, не бывает такого. Но если у нас весной и осенью будет хотя бы средняя, хотя бы на процентов 40 загрузка всех отелей, гостевых домов, юрточников, фольклорников, то люди поймут, о, это профессия, это наша работа, мы хотим вкладываться и улучшаться. А на сегодня пока это сложно. Кстати, вот такой тематический туризм. Нам часто обращаются и спрашивают, где можно посмотреть, как собирают юрту. То есть вот просто это такой мировой тренд. Да. Вот страна там делает сыры, к ним можно поехать, посмотреть, как делают сыр. Да. Вот куда мне направлять? Вот на сегодня Ходящих. фонд как раз-таки готовит сайт, КАТО принимает участие в подготовке, и один из пунктов там внесено различные шоу, кулинарные мастер-классы по Кыргызстану, будут на русском, английском, французском, немецком. У туриста будет единый сайт о Кыргызстане, где можно будет где поспать, где поесть, где в шоу посмотреть. В шоу будет перечень: охота с орлами, беркучи, конные игры, там, кулинария, ужин дунганской семьи, ужин кыргызской семьи, у казаков, у русских, там, у уйгуров. И клиент уже сможет выходить, и прямые контакты, адреса на всех языках, чтобы не через турфирму, они могут сами позвонить: мы хотим ужин на 10 человек, а мы хотим фольклорное шоу там, в 12:00. Будет написано, это каракольское шоу, это нарынское шоу, это бишкекское шоу. И будет по региону раскинуто, и турист сам может приехать. Есть у нас злопыхатели, которые говорят, не надо туристам ничего говорить, пускай только турфирмой пользуются, он даже зарабатывает деньги. Но я, допустим, как владелец не только туркомпании, но и юрточного городка и нескольких шоу, мне без разницы, забронирует напрямую мне турист сам или через турфирму. Пускай хоть там 10 тысяч туристов приедет без туркомпании, но он заселяет мои юрты, мои шоу зарабатывают деньги, мой ресторанчик работает, и мне без разницы, турфирма заработала на этом или нет. То есть да, турфирма, конечно, хочется все забрать себе, только через нас бронируй шоу, только через нас машину, только через нас гида. Но в результате будет 15-20 компаний, и не смогут осилить тот объем, который хочет приехать в Кыргызстан. Мы, КАТО, за то, что наоборот, открыться и давать прямые контакты отелей, гостевых домов, шоу, чтобы турист приезжал, кто хочет цивилизованный тур, он обратится в туркомпанию. Потому что он хочет все заранее, все забронированное, безопасность, гарантии, что там его не обманут, перевел деньги, его раз исчезла компания. То есть адекватные туристы, они поедут. Но вот эта категория туристов, которые хотят приехать сами, я считаю, мое личное мнение, их не нужно обрубать, потому что, спросите, отель Бишкека, если им приедет 10 тысяч туристов, они будут рады? Или они скажут, нет, пускай только через турфирму заказывают, с вашей комиссией. Вас не возьмем. Да, мы вас не возьмем, едете только через турфирму. То есть мы, как не хотим быть эгоистами, надо давать возможность всем И снова заработать. вопрос, когда? Что? Когда заработает этот сайт, где тоже и я смогу зайти, посмотреть, поехать, воспользоваться услугами? Надеемся, что он заработает к концу года уже в хорошем. То есть сейчас мы его запускаем в тестовом режиме, работаем все совместно. Но надеемся, что к концу года это уже будет такое хорошее произведение, искусство совместное. Но опять же, чтобы немножко уже сегодня тоже не отходить от темы, мы, как частная компания, мы создали уже страницу, потом всю информацию подадим фонду тоже, называется «Гастро Кыргызстан» и называется «Find Out More», «Узнай больше» на Facebook, Инстаграме, и там мы бесплатно, без всяких комиссий, без всяких оплат, нам скидывают информацию все активисты из туризма, у кого фольклорное шоу есть, у кого какие-то конные игры. И мы выставляем на русском, на английском, с их прямым телефоном, с адресами. То есть уже сегодня можно зайти на эти страницы и забронировать. Там каяки, там на яхте покататься, там прыгнуть с горы с веревкой за ногу, там вкусно покушать. Но это пока такое, обывательским, просто пустили клич. Ребят, кто хочет, ашаром скидывайте, никаких оплат, никаких комиссий, никаких откатов. Мы вас бесплатно будем размещать, просто мы хотим, чтобы турист знал, что, оказывается, в Кыргызстане не просто можно вышел, сфоткал и уехал, а еще можно поесть, потанцевать, поплясать, покушать, покататься, попрыгать, полетать. И это мы расширяем
границы Кыргызстана, чтобы турист знал, в Кыргызстане настолько круто, на любой вкус, на любую категорию развлечения есть предложение. Ну, то есть вот как раз ката, они дают эмоции, то есть это определенная сфера, а фонд, он как раз, мы хотим систематизировать это все, то есть чтобы эта информация была точная, проверенная, то есть в одном месте. У нас же нету, скажем, для любого туриста у нас нету информационного сайта, то есть, например, наберите там в Гугле, как на своем автомобиле приехать в Кыргызстан из России, да? Вы получите десятки предположительных ответов, и все не разные. Да. И все разные, начиная от государственных, которые тоже предполагают, или информация это. А вы знаете, так очень интересно, когда вот был такой подъем, скажем так, релокации бизнеса и переезда россиян сюда, я провела такой, скажем, блиц-опрос среди россиян, какие первые вопросы они интересуют. Выделила 26 пунктов. Так вот, туризм был на 22-м. Людей интересуют элементарные вещи. Можно ли с российским паспортом, как въехать на машине, какой карточкой платить. Для нас это элементарные вещи. А не убьют ли тебя? А как можно покушать? Для нас это элементарные вещи. А люди не знают, то есть не знают... На каком языке разговаривают? Да. Какая разница во времени? Да. Вот, обыкновенные элементарные вещи, и это тоже наш большой проект. Мы в один сайт хотим вот эту всю информацию элементарно, но мы ее сейчас подтверждаем везде в госорганах, то есть мы пишем сейчас запросы, а подтвердите, что действительно ребенок из России должен въезжать только с вкладышем в паспорте. Много вот таких вот технических моментов, которые у нас нет нигде информации. И мы пытаемся сейчас это все систематизировать. Пытаемся также совместно систематизировать все вот эти вот игры, которые говорили. То есть это такой информационный портал сейчас. И очень хороший момент будет в сайте, потому что я прям очень его жду. Это формат вопрос-ответ, потому что не только туристам, но и нам, туроператорам, очень часто вопросы неизвестны. Это маленькие страны, которые редко приезжают в Кыргызстан, мы не знаем по визам вопросы, по пропускам, нужно ли им там подтверждать что-то. И мы хотим на сайте делать, во-первых, расширенный пункт всех вопросов по поисковику, плюс возможность задавать вопрос, получать ответ даже нам, туроператорам, потому что, допустим, МИД, пограничники, все остальные, они очень не любят, когда начинают со всех сторон им названивать. Дестинация Орск, Каракола, туркомпания, частник, турист, все звонят, телефон не включается. А если будет при фонде обученный человек, который выучит как таблицу умножения, вопросы по визам, по пропускам, всему, и у него будут прямые контакты человека в МИДе, человека пограничника, которые вопросы будут необычные или там неизвестные ему, он может звонить, и ему 100% в течение часа ответят. А не так, что извините, мы на обеде, занят, кто вы такие. То есть надо выделить прямой телефон всем этим службам по Кыргызстану, записать, что это сотрудник от фонда, и вы, пожалуйста, в течение часа на вопрос ответьте именно достоверную информацию, потому что он сразу передаст клиентам. Если потом не пустят на границе из-за вас, с вас будет спрос. Тогда мы, турфирмы, напишем в фонд, у нас такая ситуация, вот нам на границе мы не знаем, нужно ли ребенку там с папой, мамой быть, или только папу, или доверенность. И он сам уже позвонит, нужное ведомство, пробьет информацию подтвержденную, нам сообщит, и мы сможем работать. И сегодня нам приходится самим звонить по тем, и это все очень хаотично. Уходит 2, 3, 4 дня, и турист говорит, ребят, если вы ничего не знаете, мы не поедем в вашу страну, вы несерьезные. Не будем связываться. И здесь мы можем столкнуться с другой проблемой. Выдержит ли наш Кыргызстан, природа нашего Кыргызстана, поток туристов уже сейчас, там, где есть люди, просто уже иной раз неприятно находиться, неприятно отдыхать. Иссык-Куль загажен, очистных сооружений плохие, пляжи ужасные. Кто будет очень хороший вопрос, то есть он как бы витает. Как говорится, если ты не можешь остановить драку, ее нужно возглавить, да, если ты не можешь остановить беспорядок, его нужно возглавить. Я вот все время говорю, вы знаете, мусор, у нас рассказывают, что вот в ущельях кидают мусор. Почему кидают мусор? Не потому, что хотят выкинуть, а потому что они не знают, куда его бросить.
Они не знают, то есть если бы было там сразу мусор оставлять здесь, следующий контейнер мусорный через 200 метров, а следующий еще через 300, я могу сказать, что 90% вот этого вот разбросанного мусора, оно будет собрано в одном месте, оно будет локализовано. У нас нет информации, у нас нету правил поведения. То есть на том же пляже, если будут стоять мусорки, не которые вот такие переполненные, да, а которые будут чистые и убираться, не будут на пляже оставлять. Ну, будет, конечно, что-то, но это будет уже маленькая часть. Вы говорите, они перенасытим всем туризмом. Вы знаете, в Париж приезжают несколько миллионов в один город, и что-то ничего не перенасытился. Я не говорю про перенасытился, я говорю, выдержит ли природа, потому что ее Если мы разработаем правила, если мы сами возглавим и дадим показать людям, куда здесь мусор, здесь стоянки, здесь костры, можно только жечь здесь, она не перенасытится. То есть это потому нужно что все. про мусор. Я поняла вас. Про то, что вытаптывается, да, трава, там, костры будут разжигаться так, что будут гореть леса. Это вот как раз тоже один из наших. Вот систематизация вот этих вот. Нужно создавать правила поведения. Люди просто... Что костер? Если люди будут заходят, вообще не знают, вот костер вы можете разжигать здесь, здесь и здесь. То есть вот эта карта... Создаваться, оговариваться. Конечно, то есть это наша задача. Вот. Если вы меня спросите, когда, я думаю, что я думаю, что года 3 нам нужно, чтобы это привести все в порядок. То есть это вот так вот на мгновение, ну то есть это нужно время, но работа это идет, это планомерно, методичная работа. Вот хороший пример. Мы когда встречали Пашу Глобуса, помните, приезжал блогер, в Кыргызстан путешествовать. Мы же партнеры. Да, вот мы с ним хорошие друзья. Я с ним поехал на Сарычелек и его допрашивал по дороге. Говорю, Паша, ты по всему миру бываешь, расскажи мне, как чужие страны защищают природу. И он сказал, что в одной стране, допустим, как вот типа Сарычелека ущелья, там ходят люди, назовем их охранники, да, их, лесники, и они смотрят за чистотою, там на входе при заезде написано сразу большие ценники, там, допустим, $1000 штраф за мусор и депортация из страны. Придают тебе буклет сразу на заезде, где ты его видишь, я не знал, я не слышал. И эти люди, не как у нас, там будет штраф 10 000 сомов и там 500 сом дай, ай, ладно, пойди дальше. Эти люди, они за свою работу держатся, у них высокие зарплаты, они знают, что им дадут взятку, завтра об этом узнают, его уволят. То есть они первоначально от государства поставили высокую зарплату этим охранникам, они знают, что их реально уволят, они извинятся, и он другому отстегнет, и его простят за это. И это не 1-2 человека, их много людей ходит по региону. И вот на государстве, они это все на входных билетах, как в Сарычелке платишь за заезд, это окупается зарплаты. То есть человек, турист, он тоже бывает, не только наш кидает мусор, бывает турист, который кидает мусор, и их там хлопают за мусор, за костры, того, что там где-то нарушают правила. И это высокий штраф, и турист знает, заезжая в эту страну заранее, что в этой стране тебя депортируют за мусор. Сразу в машину и депортация. И туристы уже аккуратно себя ведут. Ну, это уже как бы один из примеров механизма. То есть их нужно будет разрабатывать, различные, пробовать. Я могу сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. То есть попробуем так, попробуем так. Эти механизмы нужно разрабатывать, их просто не существует. То есть по защите, по сохранности природы. Не так, что как у нас, закроем все, здесь ходить нельзя, потому что у нас здесь... Я не про вас говорю, я не про вас. У нас такие мысли. Все закрыть, только вокруг Иссык-Куля ездите и все. Такие мысли витают. Это нужна система. У нас туризм развивался хаотично, очень хаотично. Все вот эти 30 лет у нас туризм развивался хаотично. Сейчас наша цель создать правила, именно неправильное развитие. Мы не можем диктовать бизнесу, как ему нужно развиваться, бизнес, а общие правила пребывания туризма, правила поведения субъектов туристической деятельности, нужно создать их вместе, которые помогут
далее развивать туризм, то есть далее все продолжать эту дорогу. Это вот также большая работа, то есть над ней работали, вы говорите, 36 проектов, что делать. Вот работа непочатый край, и вот сейчас все одновременно, это нельзя, то есть уйти в то, что сейчас с мусором бороться, да, и забыть про программу пропуска, и забыть, или строить туалеты только, и забыть про дороги, забыть про информацию за рубежом. И задачи очень, очень большие, объем очень большой, но пытаемся, делаем. У нас очень великолепная именно общественность туристическая, кто работает. У нас великолепнейшая молодежь, если, то есть они очень бережно. У нас уже поменялся менталитет, то есть, если, скажем, возьмем там 10 лет назад, понятия не было о чистоте, то есть, ну, что нужно убирать мусор, ты приехал где-то отдохнул, потом в пакетики сложить, у нас такого даже вообще не было. Сейчас уже, посмотрите, совсем другое. У нас уже идет перемена сознания. То есть и нужно не запретами, а нужно, скажем, правилами. Установить правила, и это все можно выстроить. Понимаете, мы не та страна, где столько туристов. Ну, во-первых, ни одна страна не закрывается от туризма. И я могу сказать, у нас далеко не 8 миллионов туристов, да, которые озвучены там в официальных СМИ, то есть какая-то официальная информация, 6 миллионов населения, да, 8 миллионов туристов. То есть для сравнения, Россия 143 миллиона, у них всего 5 миллионов туристов. Ну, там, или Узбекистан, да, у них 38 миллионов населения, и они еще до миллиона туристов не дошли, а у нас 6 миллионов туристов, 6 миллионов населения, 8 миллионов туристов. То есть нужна статистика над этим, ну, правильная статистика, то есть над этим тоже работаем. При правильной статистике мы сможем, это аналитика, мы сможем понять, куда развиваться. Нам нужна статистика, сколько посещает Баткен, сколько, но она должна быть реальной. То есть это сейчас технологии позволяют, это цифровизация. То есть это тоже большой проект, над которым работает фонд, и который необходим. То есть, получается, вот все эти проблемы мы сейчас потихонечку толкаем, и когда есть большие проекты, я говорю, как по санаторно-курортному комплексу, то есть сейчас большая зона отдыха, вы знаете, у нас город задыхается, проект проводим по большой зоне отдыха в районе Аруса, это и горнолыжный кластер зимой, и зона отдыха летом. Это спортивный комплекс Тамга, спортивно-курортная зона, сейчас мы большой проект работаем. То есть это вот все, над чем работает фонд. Хочу добавить, да, тоже скоро эфир заканчивается. Видите, у нас за эти 2 года и КАТА ассоциация, и Хорика очень много проектов стали внедрять именно по зеленому туризму. Мы ездим по селам, проводят семинары, допустим, раздельный мусор, куда пластик сдавать. Раньше в Казани такого даже понятия не было. Лет 5 назад все скидывали мусор в одно. Сейчас уже туроператоры требуют от гостевых домов, чтобы пластик отдельно, стекло отдельно, давали пластиковые бутылки, ставили графины с водой. То есть эти маленькие детали, то, что раньше казалось, боже мой, что вы выдумываете, куда мы в Кыргызстане? На сегодня, за 2 года ковида, уже это стало требованием. И турфирма уже отмечает своим туристам, что в Качкоре у вас будет дом зеленый, там разборный мусор, бумага, то-то отдельно. И туристы, это рынок. Туристы проверяют и видят. И уже если даже кто-то не хотел делать гостевые дома, говорят, блин, если я не сделаю, турфирма пойдет к моему соседу. И даже они, может быть, ментально не готовы к этому, но требования туркомпании к зеленому туризму... Требования рынка подстегивают, да, нас подстегивают наши партнеры за рубежом. Говорят, а у вас наши туристы при этом не уничтожили вашу природу? Мы говорим, нет. В Караколе мы выбрали дом, где есть очистные сооружения, где бумага отдельно, салфетки отдельно, там пластик они вывозят туда-то, туда-то. Там в другом селе тоже такой дом. И получается, те, кто не следует зеленому туризму, они потеряют клиентов. И они уже, кто хочет, кто не хочет, начинают к этому идти. То же самое в турах. Мы сейчас стараемся убедить туроператоров покупать большие баклажки с водой, железные баночки турист приводит с собой, или можно купить сразу по себестоимости и разливать, допустим, воду в пути. Пепельницы мобильные. Всю жизнь сигареты как покурили и бросили, потому что везде. Сейчас мы пытаемся пропагандировать, купите пепельницу, она стоит 500 сомов. Поставьте туристам на столике во время перекура на панораме Молдуашу
Скажите, ребят, мы ценим нашу природу, если 1000 туристов бросит по окурку, это 1000 окурков вокруг нас. Все, поставьте пепельницу, турист скажет вам спасибо, он, может, даже не подумал об этом. Вот турфирма заботится о своей стране, вам престиж как стране, как водителю, он эти окурочки побросает, вы сложили в пакет, убрали в машину. И он скажет, вот какие молодцы в Кыргызстане. Такая И природа, дома они еще ее расскажут. любят. Еще дома рассказывают, Да. еще пропаганда. То есть- И надо снять шоры на вот эти, которые раньше были, что можно делать, что хочешь. Что снять, и, оказывается, можно и расчистные, и это все внедрять. Мы к этому идем, и мы Да, требуем от других. да. Прекрасно. Вы, Сергей, правы, у нас истекает время эфира, поэтому давайте в конце вы, как люди, занимающиеся туризмом, расскажете нашим подписчикам, ну вот так, 5 мест, которые вот вы рекомендуете посетить в Кыргызстане. Вот вы, Сергей, и вы, Елена Анатольевна. Ну, то, что, давайте так, по логистике пойдем, то, что самое близкое к Бишкеку, нам очень нравится предлагать туристам поехать в ущелье Чонкимин. Там есть и недорогие гостевые дома, и средние, и дорогие на любой бюджет, и сделать 3-часовую конную прогулку. Она стоит не очень дорого, вы поднимаетесь на перевал, потом вы видите горный лес, речку пересекаете, проходите сквозь лес, спускаете вниз, трава по шее лошади, кушаете в семье, возвращаетесь в Бишкек. То есть на своей машине просто заправить бензин, оплатив лошадок и обед, можно хорошо отдохнуть. Если ехать дальше, то ущелье Каракол, я с 15 лет сам там не был в этом месте, мы для себя это открыли, старая мельница называется, отдыхающие еще по ноте могут доехать там буквально за 2 часа до этого места. Там сохранилась мельница 1871 года, Да. действующая, резная работа, от дедушки передавалась внукам и так далее. И у них во дворе собственный водопад, река течет. Огромная коллекция древностей, начиная от наконечников саков, которые у нас в музее не всегда найдешь, до мантышницы 18 века, где стоит слой под мантышницей, расширяется, там мясо варилось, и манты варились с запахом мяса. То есть такие вещи эксклюзивные, современные. То есть там у меня был взрыв мозга. И оказывается, было рядышком 6 километров от Каракола. Я сам не знал, я знал, что оно есть это место, но не доезжал. И теперь я своих туристов буду туда отправлять, потому что очень интересно. Ущелье Чонкимин, Каракол, Старая Мельница. Аксу, это деревня Аксу. Так и говорите. Да, Аксу 6 километров от Каракола. Южный берег у нас обалденный. Я очень удивляюсь, почему все едут на север, когда на южном берегу. Там мало отелей, но надеюсь, сейчас построится и в Тамге-центр, и другие отели начнут потихонечку достраиваться. Сам южный берег очень красивый. Если нам полнаселения туристов принести на южный берег, то уже будет всем проще. Да, и уже меньше пробок, меньше толпы людей, то там тоже очень красиво. Очень нравится туристам сейчас Сонгкуль. Оно стало местом таким модным, мы замечаем по своим Благодаря знакомым. туалету. Ну, может быть, да, и благодаря этому. Раньше люди боялись в юртах спать, туалет и холодно. Последние лет 5 уже много лагерей с хорошими печками, с хорошими туалетами. 4-5 лагерей существует уже на Сонгкуле, на любой тоже бюджет, но уже с хорошим сервисом. Раньше туристы приезжали на Сонгкуль, 5 утра, я помню, сам работал гидом, просыпаешься, влажная одежда, холод, и ты пытаешься одеться, быстрее идти чай попить. На сегодня уже все лагеря поставили печки, уют, кроватки, Белоснежные простыни. белоснежное белье, вкусные повара готовят блюда, закаты. И почему нравится Сонгкуль? Люди поднимаются с Бишкека, выезжают в 8 утра, в час дня ты уже обедаешь в юртах, потом есть перевал Молдуашу, обалденные панорамы. Я сам возил местных кыргызстанцев, которые плакали на панораме и говорят, мы не знали, что в Кыргызстане так красиво. Мы думали, есть Бом и Чолпонота. А вот тут обрыв, реки, водопады. И говорят, спасибо, что вы показали нашу родину. Взрослые люди плакали, наши кыргызстанцы. И потом после ночи в юрте опять возвращаются в Бишкек по другому перевалу. И за 2 дня отдыха они видят Калмакашу, то есть Попугая, Молдуашу. Ночь в юрте, закаты, рассветы. Это И можно я добавлю, потому что я просто в эти выходные еду на озеро Кюльсу. Да. То есть это уникальное озеро. Туда, к сожалению, нужен погранпропуск. Недалеко от границы с Китаем, это от Нары на 170 километров, но дорога гравийная 4 часа. Но это тоже уникальное творение природы. Да. Это горное озеро. Ну, лучше в интернете это невозможно написать, это просто нужно увидеть. Это безбрежные просторы наши, то есть рекомендуем именно озеро Кюльсу. Нет, 5 уже назвали, да? Нет, это Сергей, а ваших 5? Мы каждый. Хорошо. Но я, наверное, про свои любимые горы, да. То есть, конечно, у нас есть в стране 3 семитысячника.
То есть это большое, на самом деле, все альпинисты, спортсмены со всего мира пытаются, стремятся сюда. Это мекка альпинизма на самом деле, и кыргызстанцы должны видеть. То есть это пик Ленина в Аше, то есть это великолепие обязательно нужно посмотреть. Это здесь в в Иссыкульской области это пики Хантенгри и Победа. То есть это те места, которые обязательно, ну, пики Хантенгри и Победа, это немножко проблематично, потому что туда только вертолетом можно долететь, но это становится все более и более популярно среди наших жителей. Я, кстати, очень хочу, представляешь, 25 лет работаю в туризме, я ни разу не была на озере Сарчелек. Что ты можешь сказать про озеро Сарчелек? Да, вот видите, сапожники без сапог, я тоже буду откровенен, я работаю 15 лет в туризме, я в Сарчелеке побывал первый раз с Пашей Глобусом. И мне было очень стыдно перед своими друзьями, знакомыми, говорят: Сергей, ты работаешь в туризме, известная туркомпания, президент КАТа, и как до сих пор ты не был в Сарчелеке? На самом деле была проблема в том, что очень мало гостевых домов по дороге на юг, и часто делают просто перелеты в Бишкека в Ош, и потом катаются по югу, улетают обратно. Но сегодня некоторые отели стали делать реновацию, и уже мы ждем, этой осенью уже будут места хорошие для проживания на Ош-Бишкек трассе. Но озеро обалденно красивое, и мы там просто поставили стол, заварили кофе и сидели просто 2 часа, смотрели на озеро. Ну, впечатляет. Я опять влюбился в Кыргызстан в который раз. И наши гости, кто с нами были, тоже были поражены. А на самом деле из Бишкека, если рано утром выехать, то уже вечером можно ночевать у подножья озера, потом полдня его посмотреть и уехать опять в Бишкек. Мы, кыргызстанцы, мы туроператоры, это не видим. Представьте о тех людях, которые живут в Кыргызстане. И вот маленько добавлю на быстром режиме. Вот как раз по таким проблемам к нам обратился один парень, зовут его Илья. Он работает, создает игры различные. Он говорит: Сергей, вот в туризме вас все знают, я хочу для Кыргызстана сделать хорошее дело. И мы сейчас создаем с ним карту, она будет готова уже осенью. Карта Кыргызстана, нарисована в мультяшной стиле, как будто бы заброшенная карта, такая черно-белая. И Карта на ней бумажная карта раскладывать можно. Вот так раз-раз, как деткам с фишками кидают. Ходилка. Ходилка, да. У меня самого сыну 6 лет, я играю в такие европейские игры. Он говорит: Сергей, а почему не сделать для наших кыргызских детей, для туристов карту Кыргызстана ходилку? Мне идея понравилась, мы с ним встречаемся каждую неделю. Если вкратце, большая карта, вся страна. Рисуется маршрут, как путешествуют туристы по 7 областям. То есть циферка 1 – Бишкек, прилетели, циферка 2 – Бурана, Чонкимин, Чолпоната, Каракол, Бакамбаево, Качкор, Нарын, Кельсу. Потом поехали на Сумкуль. Когда будет карта? Карта уже готова будет, не успеваем физически, мы просто разрываемся пока всем проектом, но она уже нарисована, они сейчас ставят уже, где находится Хантенгри, где находится пик Ленина, где находится Рычелек, где находится Бурана, где Узген. И эта карта, это будет таким большим подарком. Кто хочет, будет ее бесплатно печатать, кто хочет заказывать печатный вариант полиграфии. Но в чем суть? Мы, туроператоры, не знаем, где находится дорога на Баткен, где-то в заповеднике. Это будет карта, где любой туроператор даст менеджеру своему. Любой ребенок с детства, мы в школах раздадим все это, они будут знать, вот так ехать в Ош, а вот здесь находится у нас Баткен, а вот здесь, кажется, Сонгкуль, здесь Кельсу, а вот где Кельсу находится, вот где китайская граница. Будет написано, здесь Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, здесь Китай, он в географии будет знать, где вообще Кыргызстан находится. И все это 100 шагов с кубиком будет ходить, и он же сам будет с детства понимать, насколько страна у нас разная, где обрывы, где горы, где озера, где кочевники. Там он охотник с орлами. Я на выходных поеду в Чонкимин, а не на Иссыкуль, потому что у меня всего 2 дня. Да, то есть мы будем знать свою географию хотя бы. Часть мест я сам пошел к таласским друзьям, говорю: ребят, я в Таласе был 1 раз, нарисуй, где находится правильная дорога и пару ущелий, куда можно сделать ходы. Это очень хороший проект, потому что это очень важно нашим жителям, ну и тем более детям, рассказать о нашем. Вы знаете, я все время говорю такой как бы лозунг: прежде чем отправить сына за границу, покажи ему свою родину, чтобы было с чем сравнивать. А то очень часто встречаешь, приезжает: ой, я был в Италии, там такие горы, а ты у нас был? Не, у нас не был. То есть, чтобы было, когда мы воспитаем в наших детях гордость за нашу страну, а как мы можем ее воспитать? Надо им показать это все. И это тоже очень большая работа. Это тоже тот блок. Сергей, вот карту мы делаем, серию документальных фильмов про наши те же ковровые шоу, то есть про наши различные мероприятия, различные игры, которые показывают различные
традиционные обряды. И про наши именно достопримечательности тоже мы делаем это и хотим, вот, может быть, будем как раз с вами сотрудничать в изготовлении и будем запускать их и по телевидению, и популяризировать среди населения. Отлично. Работы еще предстоит много. Эфир наш заканчивается. Тема эта неисчерпаемая. Я думаю, есть темы для других встреч, для других бесед. Но мы всегда открыты, как СМИ, для того, чтобы информировать наших читателей, наших подписчиков о том, какие места есть в Кыргызстане. Потому что запрос на внутренний туризм, по моим ощущениям, увеличился. Да. Я это чувствую по себе. Хочется узнавать что-то новое о своей стране. Спасибо вам, что нашли время, что были с нами, что открывали нам тайны своей работы. Спасибо вам, что дали возможность рассказать о нашей любимой стране, о нашей любимой работе. С нами был Сергей Глуховеров, президент КАТО, я основатель компании Travel Expert, и Елена Анатольевна Калашникова, руководитель компании Аксай Travel и директор фонда поддержки туризма. Спасибо вам. Спасибо. До Спасибо встречи. вам, что были с нами, путешествуйте по Кыргызстану. У нас есть не только Иссык-Куль. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.